Когда твое творчество ранит в самое сердце, когда твое произведение заставляет взглянуть на привычный мир другими глазами, когда твой взгляд определяет будущее целого поколения, а стремление к познанию действительности становится смыслом жизни. Эти люди посвятили себя культуре и навсегда изменили представление на, казалось бы, привычные вещи. Они не просто определили свое время, они создали эпоху, заложили фундамент развития на десятилетия вперед. Они открытые, преданные своему делу и по-настоящему влюбленные в родину. Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Здесь хранятся уникальные источники по социально-политической истории региона. Изучая эти документы, можно не просто понять определенные этапы становления и развития Чувашии, узнать, почему были приняты те или иные решения, но буквально прикоснуться к истории, стать ее частью. И целый век развития республики станет по-настоящему близким и понятным. Ведянин Иван Васильевич, инженер-архитектор, архитектор-художник, член Союза советских архитекторов СССР, член Всесоюзного научно-инженерного технического общества. Иван Ведянин – один из выдающихся архитекторов Чувашии. За годы работы в Чебоксарах он создал столько проектов, сколько другие не сделали и за всю жизнь. Выпускник Санкт-Петербургской императорской академии художеств. Его учителями были известнейшие архитекторы XX века – академик Иоганн Фридрих Лидваль и профессор Леонтий Бенуа. Иван Васильевич оказал большое влияние на формирование архитектурного облика столицы республики, которая в начале XX века была представлена в основном деревянными постройками. Ведянин – один из инициаторов возрождения классицизма в архитектуре. По его проектам построены здания Министерства государственной безопасности, сейчас Управление Федеральной службы безопасности, Чебоксарское отделение Государственного банка, сегодня Национальный банк Чувашии, универмаг Чувашторга, здание медицинского техникума, ныне административный корпус А Чувашского государственного университета и ряд других объектов. Я для себя обнаружил то, что он для каждого объекта он придумывает, и не то что придумывает, дает каждому объекту свой образ. В зависимости от того, от назначения этого объекта. Иван Васильевич, он очень четко и грамотно владел этим вопросом. Он не создавал винегрета и всех возможных вариантов. Он выбирал тот вариант, который подходит именно для этого здания, именно для создания образа этого здания. Это очень четко прослеживается на фасадах и архитектурном решении вот тех объектов, которые построены по его проекту. Здание Национального банка республики – любимое детище Ивана Васильевича. Это его душа. Он вложил в него все свое мастерство. Ведянин не только создал проект архитектурного оформления фасадов и интерьеров, но и руководил возведением здания на протяжении 6 лет. Он буквально жил на стройке. Изучая архивы, удивляешься его педантичности и вниманию даже к незначительным деталям. Здание Госбанка, вот что меня удивило в тех... Я видел не только вот построенные здания, я видел чертежи, которые мне показывала Тамара Ивановна. И вот что интересно, он прорабатывал не только фасады, планы, он прорабатывал даже двери. Вот деревянная дверь, она филенчатая, она там с резьбой, с какой-то вот резьбой. И он все это прорисовывал, все в размерах. Так скрупулезно прорисовывать вот эти вот все элементы. А потом я начал немножко сравнивать, что в натуре построено. А на самом деле практически так и сделано. Значит, эти чертежи пошли столярам, плотникам. Они все это воплотили в жизнь. Хузангай Петр Петрович – чувашский советский поэт, переводчик, народный поэт Чувашской АССР. С именем Петра Хузангая связывают расцвет современной чувашской поэзии. Мальчик, родившийся в бедной чувашской семье, стал одним из известнейших поэтов XX века.
После революции не только поэзия, но и в целом литература получила новый толчок, новую жизнь, появились новые реалии. Позже в Чувашии сложилось два течения – приверженцы Михаила Сеспеля и Константина Иванова. Петр Петрович, как многогранный поэт, работал над собственным стилем, и в этом плане ориентиром был Александр Сергеевич Пушкин. Вот у Хузангая тоже был такой свой собственный язык, причем он был такой универсальный, на мой взгляд, потому что, вот, скажем, в поэзии ему было подвластно все вообще, любой жанр. Он писал маленькие эпиграммы, короткие двухстишие, там, четверостишие, так, разная была строфика, поэмы, роман в стихах, там, ну и интимная лирика, публицистика там, и так далее. То есть жанры все были ему подвластны. Вот это было удивительно. События, происходившие в 20 веке, Петр Хузангай старался рассказать своим поэтическим слогом. Особое место для него, фронтовика, участника обороны Сталинграда, занимала Великая Отечественная война. Одно из самых известных произведений, поэма «Таня», была посвящена подвигу Зои Космодемьянской. Свою лепту Петр Петрович внес и в развитие чувашского языка. Его настольной книгой был 17-томник Ашмарина. Хузангай много переводил на родной язык произведения русских и зарубежных классиков. То, чего нет в оригинальной поэзии чувашской, можно получить через перевод. Импульсы, новые средства выражения, новые образы. Вот мой отец очень рано это осознал, вот назначение поэта. У него, значит, есть такое стихотворение, заключительное стихотворение из цикла «Южные напевы». Значит, там так: «Все вперед, жизнь моя, все вперед. Я хочу поднять немножко чувашское имя». Значит, вот. Но это писал, когда ему было 20 лет. Значит, он понимал уже вообще как бы вот свое назначение как поэта. Аркадий Всеволодович и Людмила Михайловна Акциновы – российские живописцы, графики, монументалисты, члены Союза художников СССР, заслуженные художники Чувашской АССР, заслуженные художники Российской Федерации. Все свои работы они писали в 4 руки, поэтому на всех картинах стояла подпись «Акциновы». Аркадий Всеволодович окончил с отличием знаменитую Парижскую художественную академию. Великолепный рисовальщик, умел выстраивать композицию мгновенно, выкладывая на полотне основные цветовые решения. Людмила Михайловна очень тонко ощущала цвета и добавляла к композиции мужа собственное видение. Когда, как приходило время, когда он подходил к ней очень вежливо, всегда очень сдержанно: «Басенька, малыш, качай, ты уже портишь». Она знает, что ее сейчас оттащат от картины. «Аденька, я еще не закончила, вот тут еще тут нужно, здесь нужно». Прям 2 руками начинала дописывать, и, как говорится, как Аркадий говорил, портится работа еще сильнее. Он хватал ее на руки, запирал ее в чуланчик, а она оттуда: «Изверг, выпусти меня, я еще не закончила». Стучалась с кулачками, шумела. Он немного погодя: «Охлонись, остынь, выпущу я тебя». Она: «Аденька, выпусти, не буду я трогать, честное слово». Он ставил перед ней кресло, перед картиной: «Ну ты посмотри, ведь работа-то готовая». «Ой, и правда, Аденька. Ой, какой ты молодец, что ты меня остановил, я действительно портила картину». Вот таким образом они находили общий язык и рисовали всегда вместе. Акциновы познакомились и поженились на Дальнем Востоке, в пересыльном лагере бухты Находки. Сроки получили по политическим статьям. Аркадия Всеволодовича приговорили сразу после возвращения из-за границы, а Людмилу Михайловну – как члена семьи изменника Родины. Даже находясь в лагере, они продолжали творить. Акциновым приходилось писать картины пальцами рук, а Людмила Михайловна жертвовала своими локонами для создания художественных кистей. После освобождения много путешествовали, написали большое количество пейзажных этюдов, которые очень ценили и берегли. Здесь и сказочный Байкал, и знойные пески Тувы, ледники Алтая. На их полотнах все красоты России. Писали в очень редкой технике масло-воск. А технику они открыли это через народных умельцев, которые расписывали деревянные поделки. Покрывали поверхность этого дерева воском, а потом писали маслом. Если в масло тоже добавляли воск. И получалась вот эта роспись прозрачная и очень такая живая, сама роспись.
разогревали воск, чтобы он был горячий, теплый, и добавляли туда скипидара. И пока вот это вот не застынет, пока горячее вот это все, добавляли краску нужную, необходимую, и вот на бумаге очень широко писали фон. А потом уже дописывали обыкновенной манере обыкновенного масла, где-то добавляли уже. И картины получались действительно сказочно, вот, неповторимые, они узнаваемые абсолютно. Ефремова Екатерина Иосифовна, художница по вышивке, заслуженный художник Чувашской АССР, художник РСФСР, народный художник Чувашской АССР. Екатерину Иосифовну называют не иначе, как царицей вышивки. Ей удалось сохранить традиции чувашского народного искусства и развить их на профессиональной основе. То, что в день ее рождения, 26 ноября, отмечают День чувашской вышивки, уже о многом говорит. В 20-х годах прошлого века народная вышивка приходит в упадок. И со временем была поставлена сложная задача не только возродить этот вид народного промысла, при этом важно было не потерять историческую нить, создаваемую безвестными народными мастерами столетиями, но и развить в более профессиональном ключе. Да к тому же изделия должны были вписаться в современную жизнь. Возьмем на примере жениха. Платка жениха – это прямоугольная композиция. Есть особенности орнамента, да, специальный орнамент, который должен быть именно на платке жениха. И платок жениха в советское время и сейчас он, конечно, не актуален, если только кто-нибудь там не соберется свадьбу сыграть абсолютно в традиционном стиле. Но вот эта вот квадратная композиция, орнамент платков жениха в ее изделиях переходит в салфетки. Таким образом, происходит трансформация народного изделия, народного фрагмента или части народного костюма, таким образом трансформируется в современную салфетку. Мы можем сказать, вот ее самая главная заслуга в том, что она способствовала тому, чтобы и сохранить традиции, и трансформировать их в современные изделия. И, по сути, можно сказать, продлила жизнь чувашской вышивки в современных изделиях, в современном мире. Вышивка – это культурное наследие, один из самых развитых видов декоративно-прикладного искусства чувашского народа. Позволяет нам ощутить дух того или иного времени, к примеру, понять, как представляли себе мир, что волновало или увлекало чувашский народ. В фондах архива сохранилось достаточно свидетельств, как Екатерина Ефремова занималась исследованием и собрала обширную коллекцию народного творчества. В Чувашии она стала настоящим законодателем моды, и сегодня мастера берут за основу ее композиционное решение. Как ей удавалось в одном изделии сохранить особенности традиционной чувашской национальной вышивки и вписать их в атмосферу нашей современности, до сих пор поражает. На одной из скатертей урожай, которая называется, есть орнамент, куда вписан комбайн. Там даже непонятно, что это комбайн, но при очень тщательном изучении можно понять. Я же говорю, что это вообще было характерно для всего декоративно-прикладного искусства советского того периода, но это очень интересно видеть, каким образом она вписывалась и отвечала в своих изделиях задачам времени. Богданов Василий Федорович – русский советский танцор, хореограф, балетмейстер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. С именем Василия Богданова связано становление национального балета Чувашии. Он поставил более 20 спектаклей – оперы «Шивармань», «Чапай», «Нарспи», «Сарпиге». В театральный мир Василия Федоровича привел случай. В 1946 году во время прогулки с отцом по Воронежу увидел объявление о наборе танцоров в русский народный хор. Рискнул, и его приняли. Позже смог пробиться в знаменитый государственный ансамбль народного танца СССР, которым руководил Игорь Моисеев. В фондах архива есть воспоминания Василия Богданова. Нагрузка жуткая, час работы приравнивался к 6 часам шахтерского труда. С ансамблем объехал полмира. Во время гастролей в Братиславе Василий Федорович повредил ногу и был вынужден расстаться с большой сценой. И снова случай.
Ректор ГИТИСа пригласил Богданова на балетмейстерское отделение, успешно завершив которое, он и оказался в Чебоксарах, став главным балетмейстером республики. В то время два театра, драматический и музыкальный, позже театр оперы и балета, располагались в одном здании. Катастрофически не хватало профессиональных артистов хора, балета и солистов. Как отмечают коллеги, многочисленные проблемы Василий Богданов блистательно решал. Да, он готовил. У него были уже кардебалет готов был. Это его заслуга. Для опер, для оперет он много сделал. До него не было у нас театра вообще. Как организатор он умница. У нас все скажут, что он организатор великолепный был. Вот еще он любил чувашию. И чувашские танцы он любил. Василий Богданов приехал в Чебоксары по контракту на 3 года, а в итоге проработал здесь 18 лет. Очень полюбил чувашскую культуру и язык. Общение с представителями местной творческой интеллигенции и фольклорные экспедиции позволило ему поставить национальные балеты. До сих пор о нем тепло отзываются не только коллеги, но и обычные люди. Кузьмина Вера Кузьминишна, актриса Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Иванова, заслуженная артистка Чувашской АССР, РСФСР, народная артистка СССР, почетный гражданин Чувашской республики. Вера Кузьмина – одна из самых популярных и любимых театральных актрис не только Чувашии, но и далеко за ее пределами. За свою творческую карьеру она сыграла более 140 ролей в классическом и современном репертуаре. Образы, созданные ею, правдивы, убедительны. В них сквозит неповторимая внутренняя сила, характеры отличаются особым темпераментом, яркой индивидуальностью. Федерико Гарсиа Лорка, великий испанский поэт-драматург, «Кровавая свадьба». Вот одна из вершин ее творчества – роль матери жениха. Это трагедийная роль. Она вошла в историю театра не только чувашского, наверное, российского. Те годы, 70-е, 80-е годы, если посмотреть прессу, где только про эту ее роль, ее исполнение не описывали. Роли матерей, которые за свою творческую жизнь Вера Кузьминишна сыграла огромное количество, ей были особенно близки. Одно из главных предназначений женщины она видела именно в материнстве. Ее личный опыт помогал при создании и погружении в образ. Естественность и достоверность – главное качество, которые всегда отличали ее актерский стиль. Мне кажется, что у Веры Кузьминишны был Божий дар, особый Божий дар. Не всем талантливым людям это дается. Помимо умения, помимо способностей влиять на публику, на человека, сидящего в зале, некоторой необъяснимой энергией, неким светом она могла зажечь. Она сама тоже это чувствовала, что она не просто актриса, что она чувствовала, что миссия ее выше, чем просто играть в спектакле, а нести чего-то людям. Она это понимала. Денисов Мефодий Иванович – певец, педагог, заслуженный артист Чувашской АССР, народный артист Чувашской АССР, заслуженный артист РСФСР. Мефодий Денисов – один из тех людей, про которых говорят «поцелованный Богом». Природа наградила его великолепным голосом. С детства он любил петь старинные народные песни, интересовался музыкальными инструментами. Его судьбу решил случай. После войны Мефодий Иванович служил на Ленинградском фронте, прошел блокаду, увидел объявление в газете о наборе в Чувашскую оперную студию. Из его воспоминаний. Народу было много, 100 с лишним человек. Вот моя очередь, захожу, а за пианино сидит худощавый человек и спрашивает, что будете петь? Не помню, что пел, но он давал ноты все выше. Я кричал как мог. Вышел оттуда в поте лица с дрожащими руками. Признали, что мой голос – драматический тенор. Тогда отбор прошло всего 12 человек, а экзаменовали известные чувашские композиторы Орлов-Шузьм и Воробьев. Учеба Мефодию Денисову давалась с трудом. Он не знал музыкальную грамоту, так как не учился в училище. Все, что у него было – голос от природы и большое желание делать то, что он любит. Прямо с первого курса музыкального училища я начал разъезжаться по концертам.
Вот с нами был Мефодий Иванович и другие преподаватели. Я за кулис смотрю. Ну, я смотрю на него, да, ну, как у него легко так получается. Ну, спел одну песню, да, публика там бурно реагирует на его исполнение. Вторую песню поет опять так же. Ну, как так у него получается, думаю. Вот этим вопросом задавался. В его исполнении очень прекрасно звучали вот эти вот чувашские народные песни, песни чувашских композиторов. Став солистом музыкального театра, исполнял все первые главные партии во всех чувашских операх. Исполнял Мефодий Денисов и главные партии в произведениях мировой классики. На его счету более 20 ведущих партий в операх, опереттах и музыкальных комедиях. Мефодий Иванович еще и оказался великолепным педагогом. Он воспитал много известных артистов. Мне очень нравился, как он вот в классе вообще себя вел. Такой, степенный такой, интеллигентный, в галстуке. Все это говорит о человеке. Никогда голос не повышал. Так мягко все. Я из класса выходил, мне огромное желание было. На крыльях я как бы выходил. Асламас Васильев Анисим Васильевич. Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, Чувашской АССР. Анисим Асламас – один из выдающихся чувашских композиторов. У него было блестящее образование, он закончил Московскую консерваторию, в то время одно из лучших в мире. Но при этом у него был по-настоящему божий дар. Его мелодические способности, которым невозможно научиться, позволили ему стать выдающимся композитором. Анисим Васильевич был принципиальным человеком, как истинный творец, он верил в свои убеждения и не скрывал своего мнения, невзирая на обстоятельства и последствия. Настоящий талант определяется временем. При жизни его музыка звучала меньше, чем звучит сейчас. То есть, получается, время прошло, он не был таким человеком, которого все поддерживали. Были композиторы, поддерживаемые партии, властью. Самая звучащая, она сейчас эта песня Нади «Сваха из Шоршела», она везде звучит. Она может дать возможность певцам раскрыть свой потенциал, показать. Да? В основном народные же песни, они маленького диапазона, и солист не может показать свои вокальные данные, да? А он все это сочинил, зная специфику, то есть профессионал просто. Асламас занимался исследованиями чувашской народной музыки. Любовь к фольклору он впитал, как говорится, с молоком матери. Много путешествовал, собирал, изучал особенности песенного творчества чувашей не только в республике, но и других регионах страны. Обработал более 100 различных народных песен. У него была феноменальная музыкальная память. Только что услышанную мелодию мог мгновенно наиграть. Он любил свою родину и делал то, что умел, чтобы прославить Чувашию на весь мир. Узнать чем отличается чувашская музыка, и показать в мире теми средствами, которые приняты в мире, да? На пальцах ты это тоже не сделаешь. То есть нужна партитура, чтобы любой оркестр, лондонский симфонический оркестр, сел и сыграл. А люди это услышат. Юрьев Элли Михайлович – советский и российский художник, график-иллюстратор, медальер, народный художник Чувашской республики, почетный гражданин города Чебоксары. Флаг и герб Чувашской республики – венец творческого пути Элли Юрьева. Вскоре после провозглашения суверенитета Чувашии в 1990 году был объявлен конкурс на создание новых национальных символов. Элли Михайлович в это время уже был известным и уважаемым специалистом. За его плечами были многочисленные работы, в том числе разработка официального герба Чебоксар. Но категорически настаивал, что столь важную работу нужно выбирать только через конкурс. Было прислано более 100 вариантов, и все же именно эскиз Элли Юрьева, который он создавал на протяжении нескольких лет, был признан лучшим. Чтобы к этой выдающейся вообще работе прийти, конечно, должен был пройти определенный путь он всю жизнь. Он этим занимался всю жизнь, и чтобы создать, вообще говоря, это все-таки шедевр. Прежде всего, это все-таки произведение искусства, как таковое, и герб, и флаг, прежде всего. И когда уже его приняли в депутаты своим решением, то, понятно, это стал символом. Понятно, это уже символ, наша неотъемлемая часть нашей жизни. Элли Михайлович увлекался
Увлекался живописью, графикой, рисовал плакаты, разработал архитектурно-шрифтовую композицию «Чебоксары», которая располагалась при въезде в город. Под его руководством был оформлен музей космонавтики в селе Шоршилы. Как медальер он проявил свой талант в создании множества нагрудных знаков и памятных медалей. Одна из монет, выпущенная к 100-летию со дня рождения Константина Иванова, Государственного банка СССР, была создана на Ленинградском монетном дворе. Но все же больше всего он любил книги и шрифты. Он много занимался книжной графикой, иллюстрациями и оформлением. Надо было видеть, как он, когда видел хорошую, хорошо изданную книгу, он весь растворялся в счастье. Он ее, я не знаю, как, он мог ее полизать, наверное, что-то вот так вот, ее вот, как вот, вот ее всю, оттуда, отсюда, в обложку, туда-сюда, все выходные сведения, поскольку он сам многие книги делал от начала до конца. Как правило, придумывал шрифт почти каждой книги, потому что каждая книга имеет свой характер. Семендер Семенов Юрий Семенович, народный поэт Чувашской республики, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, награжден медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Юрий Семендер – один из ведущих современных чувашских поэтов, продолжатель лучших традиций знаменитых поэтов республики Константина Иванова, Михаила Сеспеля, Петра Хузангая. Юрий Семенович относится к поколению чувашских поэтов, заявивших о себе в начале 70-х годов. Именно тогда появились их первые книги, где были напечатаны выстраданные строки о трудном детстве, тяжелых военных годах и о новых возможностях. Он мастер слова высочайшего класса. Такого в Чувашии, я не боюсь это говорить, Юрий Семендер у нас поэт номер 1. Он пишет о народе, о своем народе, о чувашском народе, об отчим крае. Его мы все любим, уважаем, ценим, поэтому он истинно народный, я говорю. Говоря о творчестве Юрия Семендера, в каждом его произведении, будь то стих, баллада, поэма или еще другие жанры, вот чувствуется, прочитывается какой-то наказ, какое-то пожелание своему народу. Вот, например, в моих руках его стихотворение «Наказ». В делах вам чувство общности желаю, да вдохновит порыв артельный вас. С надеждой низко голову склоняю, с надеждой нынче вам даю наказ. Юрий Семендер любит чувашский язык и, конечно, много переводил на родной язык. Среди его переводов такие памятники литературы, как древнерусская поэма «Слово о полку Игореве», стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока и других писателей, и не только русских. Он известен в мире, вел обширную деловую переписку с коллегами из разных стран. В его переводе чувашские театры поставили 15 драм и комедий русских, украинских, белорусских, башкирских и марийских авторов. В творческом содружестве с композиторами им создано более 400 песен. На самом деле, иногда даже народ, наверное, не знает, что автором стихов является Семендер. Но есть такие, которые врезались в нашу чувашскую культуру. Например, Ушлангари Балан. Ушлангари Балан, Шапшуры Журулзан, Эбир Сумахта Цатчасан Балан, Киргигун Земщицень, Баланом Арписень, Эставранма Пулзача Аякран. Вот на эту песню сложена замечательная песня. Ее исполняют многие наши чувашские артисты эстрады. Эти люди своими решительными действиями навсегда вписали свои имена в историю Чувашии. За их плечами огромный опыт, талант и большая работа над собой. Они были готовы действовать здесь и сейчас и умели добиваться результатов, потому что они по-настоящему любили свою родину.